Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поднимем такую очень важную тему. Тему друзей. Если с каждым из вас пообщаться, то обнаружится такой фактор. Фактор того, что у каждого есть близкие друзья, есть друзья, и есть враги, люди, которых мы стараемся от них держаться, по крайней мере, подальше. Есть изречение пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в котором он говорит: «Вахбиб хабибакай хаунамма, гаса якуна баидака яумамма». Держи близко к себе друзей, приближай их к себе, к своей жизни, к своему сердцу. Но знай, в один прекрасный момент этот друг может оказаться не совсем и другом. «Вабгад баидака яумамма, гаса якуна хабибака яумамма». А также пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: и отдаляй врагов, если хочешь, но знай, что в один прекрасный момент может случиться так, что твои друзья, на которых ты полагался, на которых ты возлагал какие-то надежды, что они помогут, что они будут для тебя поддержкой в трудную минуту. Окажется так, что помощником твоим и поддержкой, опорой твоей станет тот человек, которого ты сторонился, твой враг, которого ты отдалял от себя, которого ты считал себе врагом. Так и случилось с одним из моих знакомых, прихожанин. Он говорит, что на работе, так как у них на работе конкурентная среда, он часто спорил и ругался с другим своим коллегой. И он его так не любил. По работе им приходилось постоянно конкурировать. Но были также друзья, которые всегда, как ему казалось, придут к нему на помощь. Но беда пришла оттуда, откуда не ожидали. У него ребенок очень сильно заболел, и он обратился с помощью своим коллегам, друзьям. И оказалось, те, на кого он возлагал какие-то надежды, они от него отвернулись. Они абсолютно, можно сказать, даже и не помогли, и не постарались. Но единственный, кто по-настоящему помог всем тем, чем мог, это был тот, которого он сторонился, тот, которого он считал своим врагом. Он и морально, и физически, и материально помог. Да, после этого случая он понял, как же он ошибался в людях. Так вот, в Коране описывается, что главным нашим врагом является, по-настоящему врагом, является шайтан. Тот, который постоянно пытается нам наущать и отдалить от Всевышнего, коротко говоря. И вот в хадисах говорится, при выборе друзей и при выборе врагов мы должны вот этим правилом руководствоваться. Каким правилом? Правилом того, насколько наш друг, наш товарищ и наше окружение приближает нас ко Всевышнему, насколько они делают нас лучше, добрее, набожнее, настолько они для нас и несут пользу, настолько они и настоящие друзья. А насколько человек нас, наоборот, отдаляет от Всевышнего, насколько он, наоборот, нас приближает к греху и к плохому, к плохим делам, грехам, порокам, настолько же он является нашим врагом, так как он ведет нас к великому страданию. Он уменьшает свет Всевышнего в нашей жизни. Он отдаляет нас от Всевышнего, Аллаха Тааля. Поэтому, дорогие друзья, когда мы выбираем друзей, если мы будем любить других людей, друзей, знакомых, от наше окружение, и будем выбирать, дружить нам, общаться или нет, как раз основываясь на главный критерий приближения или отдаления от Всевышнего, то если наши друзья будут приближать, будут влиять с хорошей стороны на нас, то это настоящие друзья, которые не только в этом мире, но и в следующем мире они станут теми, кто будет нас окружать и приносить счастье. Пусть Аллах Тааля обогатит нас такими близкими, хорошими, благими
друзьями, которые впоследствии нас приведут к благости, приведут к довольству Всевышнего. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.